чай. Может, щетку накинуть. Может быть. А тут его нету? Да нет, теперь такое. Тебе бы сразу стал пасть в мешок, да? Чужой вывод не стал бы пасть? Не всегда же будет. Эх, война, нам лежит печали. Ребята, доброе утро. Третий день наших приключений, нашей поездки. В общем, расклад, наверное, все знают, что у нас здесь происходит. Кто смотрел предыдущие серии, а так встали, позавтракали, в общем, кто куда. Батя уже утоптал, Иваныч, я его догоняю. Ребята, в общем, кто-то там еще моется, кто-то броется, кто-то лежит, кто-то кушает. Такие дела. Вчера вечером не получилось порыбачить, ливануло. Хорошо. В избе отсидели, наготовили там поесть и пораньше легли спать. Сегодня пораньше встали. Вещи вчера промокли, ребята. Развесил. Ни хрена не высохло. Влажность. Вот сегодня ветерок небольшой. Поприятнее. Вон солнышко встает. Из-за туч. Тоже хорошо. Сегодня я за румпель. Антон не поедет. Будет в избе. Сказал, садись за румпель. Так что по стариночке сейчас поднимаемся потихоньку. И начнем сплав. Такие дела. Так что мы сегодня с Иванычем будем вдвоем рыбачить. А ребята, не знаю, кто куда. Пускай сами там разбираются. Прохожу лужи. Рыбка плюхается. Красота, в общем, ребят. Комаров очень много. Надо 20-ку плюхнуть, да. Что ты смотришь? 2,5, 3, 3,5, 4, да? Ага, 400, да? 400, да. На 3 где-то, около 3. Угу. Ну, с Богом, что? Поехали.
Вчера мы хорюска попробовали. Давай, бать, бросай. Попробуем. Взяли якорь сегодня. Хотим вот именно постоять на струйках. О, держишь, да, бать? Тащит нас? А, не зацепился? О, стоим. Вроде стоим. А вроде и тащит. Ну так будем хотя бы. Вон он прыгает, бать. Так, вот что надо кидать-то, бля? Маленькие вертушки. Так. Так, тут весна, бля, сюда картошку себе сделаем. Да, вон ставь. Так, у меня щучий. Тут и вчера я разловил вот эту блесенку. Но я ее не убираю. Будем пробовать. Утки? В смысле? В сторону не отвлекают, блядь. А потому что с выводком, бать, понимаешь? Хули выводов, они все равно оставляют, блядь. Но они как бы, у них задача нас, да, она приманивает к себе их. От выводка отвести. Она вот все уходит. А выводов умный, бля, он сразу в воду ныру, блядь. Так, бать, ну что, теперь сегодня твоя задача поймать. Хорюска, да. Потрогать хотя бы. Ты хотел сказать пожарить, хотя бы. Пожарить? Ну, пожарить, если поймаем, Хорошо. 29 сантиметров. Пожарим. А если 27? 27 отпускаем, бать. Да? Да. И 28 отпускаем? Да, с половиной. 28,5. С половиной. Опа. Ну так-то прелестно с якорем-то. Сегодня тоже солнышко немножко. В принципе, должен играть-то. В принципе, должен играть хорюзок-то. Сейчас, правда, нашумели здесь немножко. Ну да, надо, чтобы чуть-чуть постоять. Чтобы подуспокоилось. Чуть-чуть подуспокоилось, чтоб. Белую или? Вот такого хватит? Ну, маленький. Опа. Хапал. Иваныч, хапал. Вот такого хватит? О, пойдет. Там однерочка, нулевочка, лепесточек. Хариус, видишь, не крупный. Я по номерам, блядь, не понимаю. А, не понимаешь. А крючки так вообще, блядь, у них в одних нумерация идет. А квалификация? Вниз, блядь, у других, блядь, снизу. Квалификация, потому что, Иваныч, европейская есть русская. То бишь там где-то на возрастании, где-то на уменьшении. Вот так вот. Сейчас рыбалка это, раньше что, леска, да, леска. А сейчас что, леска, там, флюрокарбон, мононит, там, плетенка, да. Сейчас это целый бизнес. Сколько там, блядь, сошло обратно. Конечно. Так, пока не это. Не рыбалка, а бизнес, блядь. Бизнес, конечно. Конечно. Для рыбаков бизнес, а для этих. Для торгашей. О, присканулся там. Ну, походу, мелким. Ладно, будем вымучивать. Сегодня так, задача по хариузу. Ну, там атаковал небольшой. Тюкнул. Ну да, он тюкнул, но... Сейчас, подожди, Иван. Ну давай, что, пробуем здесь еще.
Просто с твоей стороны трава вот, чуть-чуть, вот, нормально. Давай тут попробуем. Тут вот видишь, струйка уже начинается. Поглубже. Будем тут посмотреть, как говорится. Будем тут посмотреть. Там один ударчик был и все. Не хотит больше. Будем тут посмотреть. Солнце шикарно. Шикарная погода. Кордон идет. Прошли перекат полностью. Нифига. Там ударчик был в начале и все. Непонятно. Может, нашумели, конечно. Мы сразу тут встали. Плюс еще ребята прошли. Или просто не надо. У нас же не плещется. Вчера вот вечером ходили с Иванычем, перекат там проходили в дождь, они же улетают прям с оттуда, с переката. Тут молчит. Ну, пойдем, в общем, отцепились. Где перекатик, будем стоять на якорь, обкидывать маленькой блесной. А так, что, щука, не знаю. Вчера вот вроде воблера работали. Вода как будто бы упала. Ну и такая мутненькая немножко после вчерашнего дождя. Ну, короче, что. Сплавляемся. Так, спустились до очередного перекатика. Посмотрим его. Опа. Посмотрим-ка мы его. Опа. Не, он даже не плещется. Сегодня он даже что-то не плещется. Хватал, ребята, такой прикольный хорезок. 2 раза причем. Тык-тык-тык. И все. И мимо. Я прям видел его. Быстро, видать, наверное, кручу или что. Бля, сколько грязи-то, ё-моё. Вчера почище было. Вчера почище было намного. У березки, у реки ловят рыбку мужики. Опа. Ах, перехлёст. О, погода-то вообще распогодилась. Шикарно. С утра дождь. Ой, Иваныч обрыбился. Перед перекатом стоит там кто, Хариус? О, Хариус, блин, чё себе.
Яйцо, блядь. Понял, что ли? Ох, нифига, Хариус. Бать, подожди. Не подымай. А что? О, килограммовый. Этого берем, пожарим. Ягерь, кидай. Бегом. На колеб... А, я как бы. Да говорю, кидай, блин, что ты? Ни хрена на колебалку взял. Вот это да. Парус, блин. Отпускать не буду. Ну-ка покажи, сколько сантиметров. Есть 28? В нем есть. Пожарим, бля. Или что с ним делать? Ну не нервничай, успокойся, что ты дергаешься. Блядь. Так под жабры возьми. Вот это Иваныч завалил, блин, на колебалку, блин. Есть зачет. Красавчик. Иваныч, дай руку, пожму тебе. Молодец. Вот это парус, вот это хороший. Когда не ждешь, тогда клюет. Грамм 700, наверное, есть в нем, блин. Кабан, блин. Вот это зачет. Такого вот можно взять. А все остальное на выброс, Иваныч. На колебалку взял, охренеть. Видишь? Надо подняться, Иваныч, чуть-чуть. И встанем, попробуем покидать. Может, тут не один ходит. На колебалку такую. Тут вертушки-то ставим нулевки. А тут у тебя щучья блесна. Я думал, щуренок. Так я сразу смотрю, что-то не то. Не щука, думаю, блин. Вот это да. Удачно ты ему под нос кинул, блин. Перед перекатом у тебя взял, он тут. Давай, поднимемся корягом, встанем, попробуем. Да, достань якорь. Ты просто сразу не сообразил, не кинул, блин. Ну что, у нас 11 часов. С Иванычем мы уже где-то часа 2 на воде, чуть больше. Да, мальков много вообще. Это юарики, вон, видишь, они такие. Что-то типа такого. А на таежных речках они встречаются. Что, щука сегодня бастует, вообще молчит. Ни одного выхода у нас. Вчера выходы были. Поклювало там даже чуть-чуть. Да, вот так ходим как бы. Где-то с плавом, где-то на якорь встаем. 3 переката мы пробовали капитально пробросать по Хариусу. Вот так чисто, чтобы Иваныч посмотрел рыбку эту интересную. Вот. Ну и тут на дурака у него на колебалку бахнул. Хороший. Такой, не знаю. Вот сегодня засолит, покушает. Ну так, где-то с плавом, где-то ходом. Пацаны наверху где-то. Вот тут и бороздим. Щука странно что-то молчит вообще. Ну и Хариус, в принципе, тоже не плещется и не показывает себя. 3 переката мы бороздили полностью. 0. А тут вот повезло, короче, на дурака. Вот такие дела, в общем. А так, погода класс. Дождя нету, потому что прогноз-то был вообще другой. Везет нам с погодой, хорошо. Красота, короче, одним словом. Вот только рыба не клюет. Вода большая, мутная. Вот после дождя вчерашнего видно прям такая всякая хрень плывет. Такие дела, ребят. Но щучку надо завалить по-любому. Где-то будем искать поворот. Может, найдем.
И так, и это никак не получается. Вообще сегодня не берет. Не знаю, что делать. Вроде места такие зачетные, но, блин, ноль. Вчера что-то клевало, сегодня вообще ноль. Хлебку грибуту можно бросить? Хлеб ты дай, конечно, да. А? А что нет-то? Ну, кто поест, да. Уже надоело. Нет, конечно, нельзя. Пакет-то нет, да. Ну что, потихоньку ползем. Местный житель, который... Если были там, нет? Не были? Были. Я местный, это ребята не местные. Местный откуда? С Устюни? Нет, я с Первомайска. А чем мы тебя не знаем? Не знаю, может знаете. А фамилия? Новиков. Это у Сереги Новикова? Не, это у Вити. А, у Вити? Да. Ну, рыбак. Ясно. Никого Ну, живых. Миша Кулагин. Но я Визинский. Ага. Но в Первомайске я учился. Все понятно. Это ребята с Кирова приехали. А Гость. что, в Кирове своей нет, что ли? Нам сказали, что здесь, блядь, А да? Слушай, Нет, они на Печору собрались. ну а там вода, А там вода 9 метров плюс. 9, блядь. Там у них половодье еще. И ну, там, Печора или Верховлей? ну да, нет, именно вниз хотели. Из Усыльма, Ижму туда. Допустим, у меня в Устильме сват. Но там воды еще до хренища. В лесу-то снег только сошел недавно, бля. Ясно. Как-то так. Как решили до сюда скататься. Ну, Вот, прокатились что. блядь. Это мы... Корешу я на Волгу ездил. Так, ну что, последний перекатик попробуем. Раз по 10 бросим, блядь. Раз по 10, да, бать. Бросим. И на избу пойдем. Мужичков увидели тоже местные. Ну вот до подъема воды поймали они. Щука, говорит, клювала. Хорошо. Ну, это понятное дело, что большая вода это не никому. Только нам хорошо ходить. Удобно. Даже водомет мне не понадобился, в принципе. Можно и на винте было пройти. Угу. Ну да ладно, что. Как-то так. Как-то так.
26 градусов, ребят, жара. Костерочек распалили, чай повесили. И на плите там батя сегодня картошку с тушенкой делал. Иваныч. Кушать будем. Жесть. Мотор слышно, вроде ребята идут. Красота вообще, блин, кайф. Но рыбалки нету. Такая. Ну, блин, это даже, ребят, нам повезло, мне кажется, потому что, блин, с таким подъемом воды я вообще думал, что ни хрена. Это надо было еще вверху подниматься, чтобы какая-то рыбалка была. Ну, здесь, в принципе, тоже неплохо, зато мы на избе. Вот, блин, вообще никогда не планируешь, не думаешь, где ты пока окажешься, где будешь ночевать. Планировали одно, а оказывается другое все. Такие дела. Золотая рожь. Приятного. Угу. Ты без майонеза? Я никуда не. Не ешь, да? Холестерин. Холестерин. А жареное мясо любишь? А там нет холестерина. Нет, да? Думаешь? Главное, как думать. Каждый день, ребята, у нас мясо, шашлыки, жареное мясо. Вот так общак питается. А мы с батей супчика. Жиденького вообще по кайфу. Мясо что-то на третий день утку ели, шашлыки первый день ели. Сегодня опять шашлыки с утра. Тут какой-то в соусе. Это тетерев еще, рыба жареная еще есть. Вот такой, ребят, нас. Так мы питаемся. Неплохо причем. Ну, нормально. Мужики должны... варенье мы с чаем делаем. Там большой казан, маленький казанчик. Термоса и чайники. Все заряжено у нас здесь. Печку не топим, тепло в избе. Парни вот тут спят. Антоха с батей. Мужики тут троем на большой наре. А я там на раскладушке. Потому что, ну, блин, тесниться я не люблю. Люблю балдеть, чтобы расслабляться. И за окном вот такие пейзажи. Кайф. Комаров, конечно, много. Не спи тогда, блядь. Фу, ребятки. От пуза просто. Аж кимарнуть захотелось. Приехали ребята, они не пустые. Привезли немного щуки. Там 3 или 4 штучки такие, килограммушки. И хорезок даже есть. Такой же. Даже, возможно, даже побольше, мне так показалось. Вот, чем у нас. Такой хороший. Молодцы.
Они, в общем, ну, не переезжали, просто с плавом шли, а вот выше нас они поднялись, и вот оттуда, где мы вчера вот были, где у нас поклевки были, кстати. Вот такие дела. Так что пацаны довольны вообще. Почистили рыбу, подсолили. Сегодня опять будет шикарный ужин. Погода, ребята, прелесть. Вот там что-то все в дожди. О, поехали, не прогадали. Фух, ладно. Покемарить надо, ребят, поваляться. Что-то замотался. Так, все, порядочек. Воду принесли. Костерочек тут. Мангальчик. Все ништяк. Все, рыбины ходят и ходят в этой луже. Так и не поймал я там ни одной. Так, ребят, ну что, добрый вечер. Только с избушки выходишь, все сразу бьют. 17:36, 5:30. Иду, ребята, на рыбалку. Прокачусь, в общем. Иду один. Антоха дает комплект. Катайся, говорит, ходи, рыбачь. Иваныч лег отдохнуть, потому что завтра мы планируем, ребята, уезжать домой. Вот. Мужики, возможно, еще останутся. Ну а мы завтра домой. Надо по делам. И так получится третья ночь. 4 дня, как уже в тайге. Такие дела. Ну что, прокатимся так чисто. Попробуем хорезка покидать. Может, щучку. Ребята привезли рыбку вверху. В одном месте этого поймали. Мы всего лишь только одного харюза с Ивановичем хорошего взяли. Вот. Так что такие дела. Пацаны почистили рыбу, засолили туда-сюда и умотали вниз. Прокатиться там, говорит, посмотрим, порыбачим, может, что туда-сюда. Что-то до вечера, короче, туда они маханули бандой. Ну, кто-то спит, кто-то, короче, нормально. А такой вечер, ребят, такая погода. Я что-то прилег. Блин, да я не могу валяться, когда такая погода, блин. Завтра ее может не быть. Так что пойду прокачусь. Ну и с вами прокатимся, в общем. Немножко эмоций расскажу по поводу водомета. Короче, погнали. Кстати, ребята, много малька. Вот такого. Очень много. Вся река вот именно в этом мальке. Кормовая база здесь прям от души. Надо, кстати, палочку потом не забудь свою забрать. Брал на всякий случай аргумента. Опа. Тут у нас ящики. Всяко разное. Топливо. Перед приездом я заправился. А мы сегодня немного покатали-то. Не знаю, литров может. Сколько? Так, чеку одеваем. Обязательно. Не знаю, мотор теплый. Все-таки лето же. Подсос не буду. Пробую. Так.
Это обязательно откручиваем. Пробуем. Нормально, с первого тыка. Погреемся чуть-чуть. Так, ребят, ну немножко поделюсь своими впечатлениями. Сегодня я вот ходил вот именно на таком агрегате, 50-й Тахарь на водомете. Лодка уже забыл. Ну, в общем, с фальбортами, бронированная. Ну, прикольно. Прикольно, конечно. Жрет базара ноль вообще. Топливо, ребят, нужно для такого удовольствия. Космос. Вот кто вот именно рассматривает водометную технику. Есть, в общем, водомоторники, а есть водометчики, ребята. Это совсем разные люди. Потому что, ну, здесь кто на водометах, они именно ходят там, где просто, ну, не ступала нога человека, там, на моторе не подняться, дорог нету. Вот туда можно забраться именно на этой технике. В обслуживании, в принципе, не сказать, что что-то там прям такое грандиозное. Каждые 100 километров там шприцуемся. И, в принципе, все. А так, покупает куча топлива, куча масла и, пожалуйста. Вот такие дела, ребят. Ну, это, конечно, другие просторы, другие вообще горизонты и вообще другие путешествия. Ладно, что, поднимусь там до одного перекатика, там встану на якорь, продолжим с вами, ребята, общение вечернее. А так все, погнали. Иду, кстати, на малом ходу, то бишь, ну, кушетка самый вниз. А когда заводишь водомет, в общем, здесь нету задней скорости, только вперед. И он уже начинает работать и уже отталкивать лодку. Соответственно, ну, в режим троллинга он, в принципе, тоже подходит. Вот, пожалуйста, он журчит. У нас 950 оборотов. Он работает. Ну все, сейчас, в принципе, в одного. Поехали. Ну, никакого труда не заставляет выйти на глиссер. То бишь, я иду вообще даже не в полгаза. Водометная техника, ребят, это все-таки не вин, нифига. Здесь нет такого жесткого угла. И, в общем, улиточка, видите, как пролетает, то бишь, где-то проходит скользом. Вот так вот. Сейчас у меня начало немножко дельфина поймал. Но я, он, в принципе, вообще даже не в полгаза. О, заскакало. Потому что у меня весь вес здесь. А ну-ка, газу. Небольшой дельфин есть. Потому что топливо здесь все. Ящики легкие. А мне, в принципе, вот так и хватит. А так, по-хорошему, надо загрузить нос. Чтобы не было такого. Сейчас мы так и сделаем. Потому что тут двадцатка, двадцатка, двадцатка. Тут еще двадцатка, полный бак. Ну, мотор весит в кучу. Нагружен капитально. Надо на нос что-нибудь положить. Сейчас. 2 двадцаточки кинем. И уже будет поприятнее. Все, горизончик плеснулся, ребята. Много уток, кстати, на реке. С выводками, видите, маленькие птенцы. Вот они идут. Вот они сейчас поныряют. И мама утка постоянно их отгоняет. Точнее, отгоняет меня от них.
только лодку прижимает, можно немножко дать газу. Она так поровнее идет, ее сильно не мотыляет. Ну давайте дадим жизни. Вот очередной перекатик, который я хочу проверить. Река интересная, ребят, поворотистая. Постоянно повороты вот такие бывают, что просто надо резко повернуть. Красота, и сзади вот такая дурь. Но это, конечно, не то вообще. Это не винт, ребята. Это вот именно вот для таких целей, которые вот по лесным речкам пробраться куда-то еще. Понятно, что вода, ребята, очень большая. Здесь воды должно быть намного меньше. Вообще намного меньше. За сегодня, кстати, вода упала неплохо. За ночь она падает. И с мужичком мы тут поговорили, то что до паводка он здесь прям нормально половил. Мне очень сильно понравился водомет, когда я был в путешествии с Николаевичем. Мы 300 километров прошли. Просто путешествие. Это просто путешествие, ребята. Можно подняться до самой истоки реки и просто вот проверить ее вообще на жизнь. Ну, ее же никто здесь не проверял, допустим, да, на винте. А летом, когда вода вообще маленькая, то в таком уровне здесь вообще ничего не сделаешь. Вот еще выводок. Еще утята поныряли. Ну кайф, ребята, вообще кайф. Вон он, ребята, есть. Вот Жиган тоже. Жиган и Лимон. Мальчишка симпатичный. Жиган и Лимон. С тобой хочу гулять. Малыш. Тихо, аккуратненько. Аккуратненько. Тихо, 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 тихо. Опа. Давай, брат. Так, сейчас меня тут немножко прижмет. Но мы тут и постоим. Перекате небольшой. Посмотрим. Классные места. Опа, есть. Жиганет тут одно, блин. Тихо, тихо. Жиганчики, блин. Небольшой. Тихо, 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 братик. Аккуратненько. Аккуратненько цепляем. Вот такой. Опа. Шикарный. Шикарно, ребята, перекат. Вода, кстати, упала хорошо за ночь. Вот к вечеру он об лесу-то начал брать. Кукухи кукуют. Оп.
И тут, кстати, пасет щука. Вот в таких местах, ребята. Вот она вот именно пасет перед перекатом, после переката. Она частенько вот стоит именно в таких местах. То бишь, вот видите, тиховодка и быстряк начинается. Вот она, харюза здесь может. Шикардющие места, конечно. Вот может он даже и вот там в струе стоять. Рыба сильная. Ладно, здесь молодежь стоит. Не будем их разгонять. Понятно, что, наверное, не один даже здесь. И не два, и не три. Пускай они тут. Вот он, блин. Все равно хапнул. Жиганье, а. Жиганье. Тихо, братик. Ой-ой-ой. Опа. Ну, пускай они тут стоят. Жиганье. Так, тут попробуем побросать. Но здесь уже тяга побольше. Скорее всего, может и покрупнее будет. Не суть вообще, ребята, рыбалки. Я вообще выехал просто рассказать вам немножко своим впечатлением, поделиться. Кто, возможно, только хочет заниматься именно вот такой техникой. Да, это круто, ребята. Вот я сейчас стою, черти пойми где, в общем, да, грубо говоря. Здесь нет дорог, сюда не заехать, допустим, там на машине. И вода сейчас в данный момент, ребят, очень большая, но она падает. Но здесь будет такой предел, что вот эта береза, она будет здесь полностью торчать. И будет небольшой какой-то проход, и только вот эта техника, ребят, протащит их. На винте здесь не пройти. Соответственно, ну, нужно понимание. Опять же, по лодкам тоже. ПВХ, есть ПНД, есть, вот я с Николаевичем ходил, вот у него ПНД лодка. Ну, в общем, если на данной лодке на ПВХ все равно смотришь коряги, то на той лодке вообще проблем нету. Перелетали деревья, просто корни, вот это вообще ничего ни почем. Он до сих пор прыгает. Не знаю, ребят, я немножко задумываюсь вообще, потому что у меня, ну, очень много вот таких именно рек в моем районе, где они непролазные, непроходимые, и никто там не ходит. Понятно, они не пропилены, потому что там только весной может кто-то там ездит по охоте. Ну, техника, конечно, крутая. Да, она не дешевая, ребята, она просто стоит космос денег. Ну, опять же, это новый горизонт, ребята, это новое путешествие. Сейчас бы с квадрокоптера на нас посмотреть, где мы находимся, это бы просто пушка вообще. Просто. Ни связи, ни хренази. Вообще бомба. Перекат затяжной. Большой, я бы сказал. Прикольный. Но он еще глубокий. Может, чисто из-за этого не хочет здесь харюз брать. Он плюхает, показывает себе. Мелкий, конечно. Но где и мелкий, там же и крупный стоит, по идее. Блин, несет как сумасшедших. Вон, видите, он везде плюхает. Машку давит. Так, сейчас немножко ударимся. Ничего страшного. Все хорошо. Все нормально. Опа, аккуратно. Вот весь перекат полный харюза. Везде плещется. Ну тут надо по-другому его обманывать.
Где-то на блесну берет, где-то не берет. Соответственно, такие дела. Одним словом, ребят, хочу сказать, что водомет это крутая тема. Это крутая тема. Это, ну, что-то еще, понятно уже, что давно уже не из новых, но эта тема бомбовская. Я с Антохой пообщался, вот у него был Меркурий 25 на водомете. Была другая лодка, но да, понятно, что полтинник все решает, но опять же, он говорит, начни типа с этого, и тебе будет вполне достаточно, буду проходить такие речки, всякие заброски делать. Вот прям вообще, не знаю, ребят. Ну, крутая тема. Вопросов нет. Это совсем все другое. Вообще. Вот эта вода, вот эта мель, я ее... Вот иду, я вижу, что там перекат, я его боюсь просто. Я понимаю, что на винте бы я зацепился. Ну, просто зацепился. Там тем более еще какое-то бревно, там балан. Блин, ты по-любому сбавил ход из-за того, что ты увидел это. Опять же, лодка бы просела еще глубже, и ты уже достал бы дно там по-любому. А уже в таком перекате ты на глиссер бы никогда не вышел. А здесь вот именно идешь ходом, и вот поначалу, когда вот я после винта сел на водомет, вот ты идешь, и как бы, ну, я вижу дно, да, река чистая, я там понимаю, что сейчас как будто бы там ударимся, что-то еще. Ты просто пролетаешь, и это спокойно. Такие дела, ребята. Так что водомоторная техника, она, конечно, везде преуспевает. И вот кто живет в таких условиях, водомет это прям пушка. Это прям решает. Да, пускай он жрет, но как минимум ты можешь подняться туда, куда никто не поднимался. И просто провести время, даже, я не знаю, без рыбалки, с рыбалки или с бобрами. Вот и меня опять хата, ребята. Ну, подъем. Наедине с природой. Вообще бомба. Сейчас найду, ребят, какой-нибудь перекат неглубокий и хочу помыться, сполоснуться, в общем. Вода, понятно, ледяная, но освежиться охота, потому что потеешь, ну, что ты умываешься, все равно охота помыть, облиться, точнее, ну, вот, именно подмышки и так далее. Так что поедем в баню. Ребята, вот их еще не было, вот когда мы поднимались, когда мы рыбачили, вот они начали падать, вот вода еще стояла вот так. Ну здесь и помою, что нормальное место. Надо, ребята, освежиться, хотя бы так просто сполоснуть, потому что, блин, ну все-таки жара. Ноги помою, как говорится, бубенцы. Чистота залог здоровья, как говорится, правильно? Так что антикомарин хоть смою. Слоев 15, наверное, брызгался уже. Такие дела. Ой, ребят, как хорошо вообще освежиться. Смыть эту, вообще всю эту антикомарин, пот вообще. Там баня, да, есть на избе, но, блин, туда воды таскать вообще 300 метров с речки, это вообще, конечно, несерьезно. Когда мы зимой там были, мы на снегоходе делали проруби и завозили бочки, в общем.
А сейчас туда, конечно, такое себе. Мы хотели с мужиками замутить, но думаю, блин, ну, пока все ты перетаскаешь, там 3 раза переспотеешь, короче, не знаю. Хотелось немножко подытожить вообще за поездку, ребят. Вот вода начала падать, ребят, и скоро начнется рыбалка здесь, в принципе, да. Но мне, к сожалению, завтра надо домой выезжать. Мужики останутся, возможно, на день, на 2. Не знаю, сколько у них хватит терпения. Вот. Рыбка немножко начала поклевывать у кого-то. Ну, я, в принципе, и в первый, во второй день поймал там чурагаек. Ну, здесь, в принципе, такая рыбалка, здесь трофеев-то нету. Ну, так хотя бы относительно. То, что творится у меня в деревне, половодье сейчас, после дождей, здесь уже хотя бы что-то начинается. По съемкам, ребята, по съемкам, да, много не снимал, потому что, ну, снимать тоже одно и то же, вот эту бытуху, житовуху, мало кому интересно, да, и как бы я в новой компании, ребята, мне только-только с ними познакомился, батя красавчик, Иваныч, ему 70 лет, ребята, он живчиком вообще выезжает и, в принципе, вывозит такую же коляску, как молодые пацаны. Батя Иваныч, тебе огромный респект. Вообще красавчик. Живи еще долго и счастливо и приезжай в гости. Молодец, в общем. Антоха, рад, что приехал. Еще раз где-нибудь увидимся с тобой по-любому, но делай выводы чисто на будущее. Серый вообще мужчина. Очень классно поет. Такой голос шикарный вообще. Молодец. Леха это вообще человек, который с ним не скучно. Сидишь он за любую тему, и он все предоставляет это в осмешке, и это тоже прикольно. Это прям, знаете, ребят, ну, должен такой в компании быть человек, потому что компания большая. И Костяныч. В первые дни я его немножко не понял. Ну а потом разговорились, хороший мужик, охотник, в общем, человек как бы слова, молодец, в общем. За Костяна пока ничего не могу сказать, потому что немножко его не подузнал. Ну, я так на камеру говорю честно. Вся рука, ребята, в комарах, штук 300 сидит, уже зудеет. В общем, немножко вот так поделился по рыбалке, все сами видели. Тащили кучу шмурдяка, не вышли на глиссер, блин, и вот только в Огонцове остались в избе, это тоже, блин, такой себе. Ну, рыбалка, она такая. Самое главное, экспедиция прошла, на мой взгляд, неплохо. Тут как бы не планирую добывать рыбы, как бы кучу. Это надо ехать в другие места. Без рыбы мы не остались. Кушали, и спасибо пацанам вообще, что приехали, в общем, ребят, такие дела. Сегодня крайняя ночь, завтра выезжаем. В общем, ну, просто бомба, что я вам скажу. Делайте, ребята, так, а лучше круче, и почаще выезжайте на природу. Знакомьтесь с новыми людьми. В общем, это всегда приветствуется, это всегда классно. Такие дела, ребят. Ладно, у меня рука, ребят, уже зудит. Сейчас, не знаю, попробую вам показать, конечно. Вот они все надутые. Все сидят. Все самки. Уже все напились. В общем, ребят, все ради вас. Все. Такие дела. Только начал отплывать, и боберы, ребята. Вон пузыри идут. Вон. Братик, ты куда пошел? Вон пузыри, ребята, видите, идут. Вот они вот в 7 часов выходят. Вон пузырики, вон пузырики. Вон они. Вот. Где-то должен выскочить. Кислорода все равно у него немного.
Или... А, у него здесь, наверное, хата, скорее всего. А нет, вон он, ребят. Пузыри-то вон они идут. О, вон он. Брат, братуха. Ну, такой серьезный. Там-то помоложе был. Вон пузыри. Что делаешь? Мою рыбу отсолю. Ты ее сначала подсолил, а потом моешь, да? Да, Сейчас будем жарить. да. Все понял. Так. Надо сразу поджечь штучки эти, дрючки. Ты чаю поешь. Андрей, дай зажигалку. Надо же. Движуха полным ходом. Костянчик сегодня у нас в наряде. Да. Как обычно, готовит что-то вкусняху. О, рыба, ребята, рыба. Красота вообще. Лех, Голову беру. Это самое вкусное? самое вкусное, это голова. Честно. Бать Это тоже, да? голова. Бать тоже любишь голову, да? Это просто чудо. Тоже можно взять головку. Ну, там помимо головы там еще О! мясо сколько? Горячо. Кося режет так нормально. Ну да, приятного аппетита. Огонь. Будем кушать. Ребята, кушаем. Вот. Мгм. Голову. Солил уху, допустим, и понимаю, что это не могло быть не 5 человек, там, не 6, а там большая банда. Не-не, огонь. Огонь. Лехе все огонь. Ну, ему все огонь. Тетерева вообще в лед идут. Бобры. Пересолено огонь. На обеде этот не досуг. Вчера заправился, бай, да? Ну все. Спасибо, река. Мы домой. Погода, конечно, дождь. Но что делать? Домой.